Дорогие друзья, доброй ночи. Чем опасен ингушский протест для российских властей? Сегодня обсуждаем эту тему в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. А опасен он вот чем. Этот конфликт, он не национальный, а социальный. Это не конфликт между ингушами и чеченцами. Это конфликт между народом и руководителями двух республик. Это конфликт между народом и олигархической чиновничьей элитой, которая попыталась решить важнейшие для республики вопросы за спинами своего народа. И народ этого не потерпел, и народ восстал. Вот что мы увидели в Ингушетии. И вот это вот для Москвы самое страшное. Самое страшное то, что это протест не национальный, а протест именно социальный, протест площади, протест народа, протест гражданского общества. Потому что национальным конфликтом и национальным протестом легче управлять, им можно манипулировать, а вот социальным протестом управлять очень сложно, особенно таким организованным, какой мы увидели в Магасе в Ингушетии. Российская модель власти, когда олигархическая элита все решает за народ, не сработала в маленькой солидаристской Ингушетии. А если она не сработала в Ингушетии, значит она может не сработать еще где-то, а потом еще где-то и еще где-то. И вот вам налицо революционная ситуация. Вот почему центральные федеральные СМИ не транслировали ингушские протесты. И вот почему местные власти вырубили в Магасе и в Ингушетии интернет, чтобы никто ни о чем не узнал и чтобы никто не последовал примеру ингушей. Спасибо за внимание. Спокойной ночи.